Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 96-й день героического сопротивления Украины, всего украинского народа и цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 80 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать Первый крымско-татарский вы можете просто поставив лайк под нашими программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть те программы, которые мы делаем, которые непосредственно связаны с временно оккупированным полуостровом Крым. Ну а этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. В Министерстве обороны Украины заявляют, что бои на Востоке достигли максимальной интенсивности. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Алексей Матузняк. По словам Матузяника, российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к ВТО АЭР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. С нами сейчас на прямой связи пан Ростислав Балабан, кандидат політичних наук. Пане Ростиславе, вітаємо вас. Селям алейкум. Слава Україні. Алейкум ассалам. Витаю, всех благ. Пане Ростиславе, как вы думаете, вот в ближайшей перспективе ситуация на Донбассе может измениться? И куда, каким образом? Что вы предвидите по восточной части України? Зрозуміло, що Російська Федерація буде засипати удмуртами, бурятами і іншими національностями, не цінуючи не їх життя, не долю їх сімей, буде використовувати радянське озброєння, яке зберігається на складах в тисячних об'ємах. Але в глобальній перспективі Росія піде з України назавжди. Ну, а які... Вони можуть сьогодні утримувати, бомбардувати, нищити і так далі, але стик цивілізацій говорить про те, що майбутнє виживає, а Україна – це країна майбутнього, а динозаври, дегенерати, садисти, фашисти підуть в нікуди і в забуття. Вибачте, що, можливо, я грубо для вашого інтелігентного ефіру, але саме так відбудеться. Ну, а если вот мы говорим о том, что действительно, вот как вы говорите, многие украинские военно-политические аналитики говорят о том, что в России уже фактически не остается резервов, боеспособных частей. Действительно, у них там уже практически нет мощности и запаса комплектующих для того, чтобы производить новые ракеты. И это правда, что они уже используют ракеты 1950 года. Даже уже танки старые советские пускают в Украину, да, и мы понимаем, что российские оккупанты долго на новозахваченных территориях Украины продержаться не смогут, но при этом продолжают кидать пушечное мясо на территорию Украины. На что, на ваш взгляд, рассчитывает Кремль, на что рассчитывает Путин и вот насколько далеко с этим он может зайти? Ну, насправді Кремль вже занадто далеко зайшов. На те, що розраховують маразматики, важко прогнозувати. Чому? Тому що політологи, аналітики помиляються, коли приписують Кремлю здоровий глузд. Тому на що вони сподіваються, у кожного своя історія. У когось зберегти свої капітали на Заході, тому що вони 30 років крали, а тепер у них все конфіскують. Значить, вони їздять, домовляються, готові навіть частково ділитися своїми грошима. У інших маразматиків задовольняти свого куміра, свого троля,
ну мається на увазі в кавичках президента Росії. От, Путін, скоріш за все, взагалі не володіє ситуацією. Взагалі, від слова 100%. Так, это как? Тобто То есть ему не доносят информацию? То есть как? Ні, я думаю, що йому доносять інформацію, що Київ підконтрольний, Харків підконтрольний, Львів підконтрольний. Не виключається. Ви наш геній, і більше того, вас чекають в Угорщині, в Берліні, там і в Польщі і так далі. Ну, ми ж, розумієте, ми аналізуємо з точки зору раціо. А правда полягає в тому, що там раціональності немає, не існує. Немає жодної мети раціональної, яку могла би досягти Росія в Україні. Ресурси – ні. Людський ресурс – ні. Території їм не потрібні. Технології вони не здатні опанувати. Забезпечити свій захист в такий спосіб теж ні. Тому раціональної мети в війні проти України немає. І тому не потрібно думати там, ну, якісь раціональні ідеї приписувати там Путіну і його найближчому оточенню. Угу. Ну, От і все. Это такая история наподобие, помните, португальского диктатора Салазара, который уже там ушел на покое, а ему семья все еще печатала газеты и говорила о том, что он еще там продолжает оставаться у власти, а на самом деле там уже ни власти, ни территории, уже ничего у него не было. Так, це була така історія. Інколи, знаєте, інколи так до людей похилого віку, ну, старенькі, у яких там, ну, така фізіологічна подія, там, маразм, да? І родичі, значить, розповідають, що той пес живий, наприклад, пес там 30 років назад помер, а щоб дідуся не засмучувати, так, розповідають, що він живий. Росія ірраціональна в своїх діях. І ви повинні розуміти, що вони насправді зло роблять не тільки для України, а і для російського народу. Ви ж подивіться, хто просуває руський мір. Ну, хто просуває руський мір? На чиїх плечах? Навряд чи від цього там буде цінуватися російська культура там, чи будь-що таке. Так? Більше того, російськомовні українці російською мовою посилають Путіна, його війська за кораблем. На чистій російській мові посилаємо їх туди. А как вот и все. Пане Ростислав, а как вы думаете, вот когда мы говорим о российском народе, о гражданах Российской Федерации, которые проживают на этой территории, вот все это 140-миллионное население, оно виновато в том, что сейчас их правительство делает в Украине? Воно винне перед собою, в першу чергу. Так. Ви ж подивіться, будь ласка, там Якутія, так? Край і країна, яка добуває найбільше в світі діамантів. Вони винні перед собою. Їхні діти на наркотиках, школи без каналізації. Вони винні перед собою. Це їх край. Вони могли би жити в 10 разів краще, ніж в Саудівській Аравії. Ну, їх перша вина, що вони допустили рабство. Вони допустили рабство. А з рабами вже далі роби, що хочеш. От коли Росія рабів, то далі можна будь-що робити. Тому вони в першу чергу винні перед собою, перед своїми дітьми. І в другу чергу ще будуть каятись, посипати голову попілом, казати, це не ми, це Путін поганий і так далі. Але вона лежить абсолютно. Вона лежить, на жаль. Ви знаєте, одна історія. На всю Росію, на 140 мільйонів, один піп знайшовся. Один піп, батюшка, який у проповіді сказав, що не убійте проти війни. Його посадили. Угу. Винні, звичайно, винні. Це ж і прихожані, ви ж типу хто? Вони позиціонували себе там християнами. У християн же є «не убій». Так оцього батюшку посадили. Серед політологів російських за те, щоб їх допустили до світових конгресів, вони там написали таку петицію, що ні нашим, ні вашим, і то, і п'яте, десяте, як завжди в російських традиціях, що українці винні. Угу. Розумієте? Серед вчених, до речі,
цікава статистика. Я не для того, щоб починати історію про хороших русських, але серед вчених, тобто людей з вищою освітою, найбільше тих, хто проти війни. Угу. Тобто в системі Академії наук під 80% проти війни. Але вони мовчать. На всю Росію, здається, 400 вчених підписали лист. Підписали лист, от така місія. Росія відкинула себе більше, ніж на 100 років назад. Надалі буде історія відновлення, доганяти цивилизацию и так далее, и так далее. Такое ощущение, что вовсе российский режим сегодня антиутопию Джорджа Оруэлла 1984 взяли и используют исключительно как методичку. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила. Один в один. Один до одного. Я якраз недавно читав. Слухайте, це як фантастика. Людина написала там, я не пригадаю, чи більше 10 років назад, чи давно написала. Один до одного. Всі ці сценарії там з коритом, з свинями, і так далі, так далі. Один до одного передбачено. Дивно, дуже дивно. Так а что нам с этим делать? Вот если мы говорим про героическое сопротивление Украины, оно уже продолжается на протяжении 96 дней, но при этом украинское политическое руководство говорит об острой необходимости предоставления нам, нашими западными партнерами, вооружения. Речь идет как о артиллерии, так и о РСЗО и так далее. Но, как мы видим, ряд западных партнеров, к сожалению, пока что не готовы идти на более радикальные шаги в поддержке Украине. Там ряд европейских стран продолжают мешкать. Вот опять недавно не смогли принять решение по введению против России 6-го пакета санкций. Да? Вот, учитывая все эти процессы, как вы оцениваете поддержку международного сообщества Украине? Все дуже просто і зрозуміло. Єдине, що хотів би замінити, ви сказали, радикальних заходів. Ні, не радикальних, а раціональних. Угу. Тому що чим больніше буде Україні, тим больніше буде Європі. Україна сьогодні захищає Європу, я це не перестаю повторювати. У нас є два суб'єкта. Франція і Німеччина, яка стримують українську перемогу. Не виключено, що Макрон... Дивіться, я не службовець, я буду казати. Не виключено оці 69 дзвінків Путіну, там зустрічі і лібізєння Макрона. Не виключено, що у його виборчій кампанії використовувалися російські гроші. Просто не виключено. Якщо він хоче зберегти обличчя своєму другу, він може поділитися територіями Франції. Але нам пояснювати не потрібно, що там задушіться, вдавіться, переріжте собі горло, щоб заспокоїти хижака. Хижак попробував кров. Він має бути загнаний в клітку. Крапка. Не буде історії, дайте, нехай погризе вашу руку, а можливо він насититься. Ні, не насититься. Більше того, дуже з гарною зброєю, дуже технологічна, дуже багата Німеччина, навряд чи би вона змогла би протистояти російському безпреділу. Україна захищає сьогодні в тому числі Берлін. Так от, дві країни, на жаль, стримують українську перемогу. Чому? Тому що після перемоги України буде новий формат безпеки. И они не знают, что с этим делать? То есть как существовать в мире, в котором победила Украина? То есть не просто коммерческий интерес ряд представителей западного истеблишмента? Розумієте, це першість. Першість – лідерство, геополітичне лідерство. Німеччина, Франція – це геополітичні лідери сьогодні на чолі з іншими. Так? Після української перемоги лідерами буде Україна, Польща, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. І Франція, і Німеччина втратять підестал перших. Вони стримують. Можете розповідати що завгодно. Але Україні сьогодні потрібні такі ракети, які будуть контролювати все Чорне море. І якщо з Білорусі злітають літаки, які бомблять мої міста, це означає, що у нас мають бути такі ракети, які також будуть контролювати територію Білорусі. І тоді, знаєте, витверезвіння одразу приходить. Це не означає, що ми будемо бомбардувати. Але ворог буде знати, що є такі ракети, все, і літаки з Білорусі не взлітають. Ми робимо попередження листівочкою всіх білорусів, що, друзі, злітають ракети, вибачте, ми не винні, відповідаємо у відповідь.
Ви готові утримувати такого диктатора? Ні, ми не готові. Все, Білорусія дружня. Поїхали з росіянами, поспілкуємось. Росіянами ж вони ж там з пультами воюють з нами, а в основному Тагіл, Дагестан, найбідніші регіони, да? І там інші, так? Передаємо листівочку, що дорогі росіяни або не дуже дорогі. Ми володіємо ракетами, які здатні контролювати територію. Ви готові свого гнома й далі спонсорувати, підтримувати чи ні? Ви ж бачите, як тільки з'явилися у нас ракети, і їх цей кораблик пішов в отрицательний підйом, то одразу всі відійшли від берега кораблів. Так от нам треба дальнобійність ракет вдвічі більше. І повірте мені, я роблю такий прогноз, а мої слова, дай Боже, справдяться, те, що за 2 роки не буде в Криму і на Чорному морі військових Російської Федерації, військових баз і кораблів. А чому 2 роки? За 2 роки цього не буде. А чему 2 роки? Я просто почему спрашиваю. Начальник главного управления Министерства обороны Кирилл Буданов говорил о том, что мы к Новому году уже будем в Крыму. Дай Боже. Ви знаєте, в складні часи часто там люди звертаються і до гадалок, і психологів, і так далі. Рік і 9 місяців. У мене було таке видіння. Якщо політологу можна так казати, рік і 9 місяців. Оця війна буде називатися в підручниках майбутнього 10-річна. 8 років ми воюємо. 8 років. Рік і 9 російського Чорноморського флоту не буде. Дай бог, а если вот говорить более серьезно, потому что когда речь заходит о Крыме, о деоккупации Крыма, мы видим, как ужесточается риторика российских пропагандистов вплоть до возможности применения ядерного оружия, так как они Крым, помните, в 2014 году оккупировав, провели там так называемый псевдореферендум и объявили как часть субъекта Российской Федерации. И, соответственно, когда мы обращаемся к военной доктрине России, то там написано, что если там угроза на территорию РФ, как они считают, да, они имеют право применять ядерное оружие и так далее. И вот этот вопрос, который беспокоит многих западных партнеров. Что вы думаете по этому поводу? Может ли Россия на каком-то этапе, уже когда украинские вооруженные силы, Украина будет полностью громить российскую армию, в чем у меня нет сомнений, они вот могут применить это оружие массового поражения? Я думаю, що вони розробляють і готуються до цього. Більше того, Путін здатен це зробити, розуміючи, що він помирає. Знаєте, як людина хвора СПІДом, одна намагається вилікуватись і убезпечити оточуючих, а інша людина, яка хвора СПІДом, намагається максимум заразити. Так от Путін належить до другої категорії, розуміючи, що залишились дні, готовий буде використати зброю проти людства. І це не проти України, це проти людства, в тому числі і тих же бурятів, тих же росіян і так далі, тому що наплівать. Але Путіна попередили, і попередили західні партнери в який спосіб. В його підвалі вимкнули світло на деякий час, давши розуміння, що це, дякуючи розвідці, спецслужб Заходу. Тобто в найбільш захищеному бункері вимкнули світло. І пояснили, що ми контролюємо, знаємо, достанемо. От оце убезпечує. Особистий страх сильніший. Тут точно потрібно сподіватися на розвідки передових країн Британії, США, точно на спецслужби цих країн. Щоб унеможливити. А какой вот самый худший сценарий для России и самый лучший для нас может произойти? Та для Росії вже відбувся найгірший сценарій. Так, то есть она уже проиграла. Країна, яка здатна забезпечити, щоб всі громадяни, щоб у нас сучасні технології розвивалися, щоб всі громадяни жили в достатку. Ми ж, знову ж таки, країна володіє, здається, є така цифра, гуляє, 40% світових ресурсів. 40%. Тобто Росія вже зробила собі шкоду, не зробивши технологічний прорив в майбутнє. Тобто, П'ятикантроп програє Homo sapiens. П'ятикантроп програє.
Мало мізків, багато мускул. От Росія з чим можна порівняти? Технології – ні. Ні, це ж м'язи є, певні м'язи є. Це п'ятикантроп з малим мозком. Суб'єкт з малим мозком програє Homo sapiens. Дякую вам дуже, пане Ростиславе. Чохсагло, что наше время и подключились к нам в эфир. Слава Україні! Дякую. Слава Україні! Ростислав Балабан, кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України. Був з нами на прямому зв'язку. А тем временем президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил, что США не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает агентство Reuters. Журналисты не приводят прямую цитату заявления президента по этому поводу. Я напомню, что ранее американские средства массовой информации, в частности Нью-Йорк Таймс, сообщали, что в Белом доме одобрили, однако, отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. Официальное решение может быть объявлено на этой неделе, сообщали они. CNN сообщали, что администрация Байдена готовится отправить РСЗО как часть большого пакета военной помощи Украине. С нами сейчас на прямой связи пан Михайло Самуй, заступник директора з міжнародних питань Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайло, вітаємо вас. Селям алейкум. Доброго дня. Неоднозначные заявления мы слышим от американских средств массовой информации. Одни пишут, что Белый дом уже одобрил предоставление Украине необходимого РСЗО. Вот сегодня Reuters пишет о том, что нет. Байден сообщил, что не планирует предоставлять Украине ракетные комплексы, которые могли бы поражать цели на территории Российской Федерации. И все же, как вы думаете, вот окончательное решение, оно будет какое? Я думаю, здесь просто не разобрались в прессе. Дело в том, что речь идет о ракетных системах залпового огня. И если мы говорим именно о таких системах, как М270 и «Хаймарс», то нужно понимать, что они используют модульные такие кассеты, скажем, модульные пакеты, которые можно различную номенклатуру использовать боеприпасов или ракет. Вот если говорить о тех пакетах, которые можно называть пакетами РСЗО, с дальностью 70 километров, 100 километров, то это действительно та техника, которая нам будет предоставлена. То есть нам будут предоставлены пусковые установки, а дальше уже будет решение по конкретной номенклатуре боеприпасов, возможно, каждый раз утверждаться отдельно. Вот на данный момент нам будут передавать пакеты с ракетами дальностью 70-100 километров. Если говорить о ракетах, оперативно-тактических ракетах, которые имеют дальность 300 и больше километров, очевидно, сейчас они передаваться не будут. И, наверное, я так думаю, что Байден имел в виду как раз вот эти системы, то есть пакеты к установкам М270 и «Хаймарс», которые можно классифицировать как оперативно-тактические ракеты. Пакеты к боеприпасов к М270 «Хаймарс», которые можно классифицировать как РСЗО, они будут передаваться. И если мы говорим про Европу, недавно появилось сообщение, что Германия за последние 9 недель чуть ли полностью не приостановила предоставление Украине вооружения. Это так действительно? Если да, то чем вы это объясняете? Я думаю, что на Германию не стоит даже давить сильно, потому что если у нас Соединенные Штаты, а также другие союзники, в том числе даже страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия. Сегодня вот Франция подтвердила, что они будут и далее продолжать поставки тех же современных самоходных артиллерийских установок «Цезарь», то на Германию, наверное, не стоит давить. У Германии не так много действительно вооружений сохранилось. Они свою армию реально развалили в свое время за вот эти 30 лет. Возможно, с Германией лучше работать по другим направлениям, например, финансовым. Если Германия не может помогать нам вооружением, то, возможно, Германия поможет нам
укреплять экономику. Я думаю, это очень тоже важно. Дело в том, что у Германии сейчас на складах довольно-таки устаревшее вооружение и там какие-нибудь комплексы зенитно-ракетная система «Гепард», которые, возможно, больше проблем украинской армии принесут, потому что они сложные в управлении, сложные в обеспечении, в обучении личного состава. Они вот прямо сейчас не смогут нам помочь. Поэтому, возможно, Германию не стоит так обвинять в том, что они не могут нам помочь. У них действительно проблема. У них огромная зависимость от российских энергоносителей. Они сейчас находятся в шоке, потому что если Украина побеждает, им придется вообще менять свою энергетическую политику и даже, возможно, экономическую модель, которая строилась 40 и более лет. Поэтому они действительно, именно вот политики и те олигархи, которые поддерживают этих политиков, они находятся в сложной ситуации. Возможно, их даже можно понять. Ну, мешкают действительно ряд европейских стран в вопросе поддержки Украине и нежелания развалить полностью Российскую Федерацию. И даже в последнее время мы замечаем такую тенденцию в Европейском Союзе. Вот в начале войны, первые 2-3 недели, мы действительно ничего не слышали, кроме введения санкций и против России, и необходимость полной победы Украины, то сейчас немного риторика даже на центральных телеканалах изменилась. Там говорят уже о необходимости переходить в дипломатическую плоскость, переговорный формат. Там Макрон делает недвусмысленные, скажем так, заявления по поводу перспектив вступления Украины в Европейский Союз. Мы видим, значит, попытки Италии вот протолкнуть, скажем так, Минск-3, да, вы наверняка читали этот четырехэтапный план урегулирования и так далее. То есть складывается такое впечатление, что все-таки вот Европейский Союз пытается сейчас Украину подтолкнуть к вот Минску-3, вот каким-то переговорам с Россией. У вас такого ощущения нет? Ну, дело в том, что Путин тоже открыто говорит. Он надеется, что осенью начнется жестокий энергетический и продовольственный кризис, как на глобальном, так и на европейском уровне. И поэтому он прямо шантажирует Европу, Европейский Союз, основные страны Европейского Союза в том, что если вы будете дальше продолжать поддерживать Украину, вы окажетесь в экономическом кризисе. Ну, в таком случае ему выгодно затягивать этот конфликт, правильно я понимаю? Извините, я вас перебила. Ну, не то, что затягивать, но... Ну, как минимум до зимы, чтобы уметь шантажировать. Путин очень надеется. У него операция, если вот так вот четко сформулировать, на самом-то деле мы сейчас обсуждаем, если даже вот тактическую обстановку на фронте, на самом-то деле Путин давно проиграл эту войну. Он не может ее просто остановить, потому что у него нет объяснения, а зачем тогда было все это начинать. Он-то надеялся все это сделать без боя, без военных операций. Он это называл специальной военной операцией. Зайти в Киев, быстро за несколько часов устранить руководство, посадить своих марионеток. На этом все он думал закончится. На самом деле он не надеялся на эту войну, и он не готов к этой войне. И поэтому, когда Запад начал нам помогать еще и военными ресурсами, он понял, что единственная надежда у него – это зима. Когда будет продовольственный кризис, энергетический кризис, и Европа приползет к нему на коленях. А чтобы этого не было, он предлагает: надавите на украинское руководство, пусть подпишут то, что вот сейчас, например, есть, и тогда я готов с вами решить вопрос энергетики и продовольствия. Ну, причем он говорит так: снимайте с меня санкции, я буду вам качать газ, вы мне будете платить деньги, а Украина тут вообще ни при чем, давайте ее вместе как бы будем давить на нее, чтобы она согласилась на любые переговоры. Да, кстати, об этом он сказал, если я не ошибаюсь, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии. Открыто его шантажировал продовольственной безопасностью. Да, постоянно говорит. И дрогнет ли Европа, как вы думаете, как она будет реагировать, учитывая, что сегодня опять послы стран Европейского Союза, к сожалению, не согласовали 6-й пакет санкций против России? Ну, есть Венгрия, да, есть позиция Венгрии, которая играет как бы... Они говорят, что они защищают свои национальные интересы, но я думаю, что здесь присутствует все-таки российский фактор влияния и пятой колонны, и спецслужбы и так далее. Я думаю, компромат какой-то, возможно, на элиту венгерскую есть. Возможно, там ходили слухи, что Путин перед 24 февраля открыто предложил Орбану разделить там часть Украины, и как будто бы Орбан кивнул головой, что окей, он не против это сделать. Я думаю, что все эти разговоры записаны, и поэтому Орбан может быть вот находиться в такой ловушке, когда он не может действительно ничего сказать, потому что может открыться
очень плохая правда о нем, и поэтому он будет стоять до конца. Поэтому тут по этому эмбарго действительно есть проблемы. Но опять же, каждая страна Европейского Союза может решать для себя, продолжать покупать газ или нефть у России или все-таки искать другие источники. Тут, конечно, еще проблема в том, что нет времени достаточного, чтобы переориентироваться полностью. Вот тот же Вучич из Сербии, который, правда, не является членом Европейского Союза, и у него нет таких возможностей там, коллективного давления, но у него стопроцентная зависимость от России. Поэтому здесь, конечно, присутствует и политический фактор. Но, с другой стороны, очень много таких стран, которые сидят полностью на иголке, газовой иголке России, и они просто физически не могут до зимы спрыгнуть. Поэтому приходится вот так вот выкручиваться сейчас. Хотя я не думаю, что они, даже Вучич не хотел бы, я думаю, сейчас, чтобы его слишком ассоциировали с кровавым режимом Путина. Сегодня мы видим, как вот того коллективного Запада уже практически нет. Ну, Запад, он очень сильно поляризован, скажем так, и разделен, если мы говорим о Европе, на старую и на новую Европу. И вот страны новой Европы, это страны Балтии, Польша, Великобритания, Запад, это Соединенные Штаты Америки, они четко уже определили свою позицию, четко ее продекларировали, они сказали, что мы рядом с Украиной до победного конца. К сожалению, вот ряд стран старой Европы, как Франция и Германия, мешкают в этом вопросе. Вот как вы думаете, исключительно с поддержкой Великобритании, США, стран Балтии, Польши мы сможем победить эту войну? Может, нам необходима, в принципе, вот иная поддержка? Ну, если говорить о военном компоненте, то да, действительно, Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Польши, стран Балтии, Румынии, которая тоже поддерживает нас, Турции, этих стран будет достаточно. Если говорить об экономике, действительно, я думаю, что все-таки старая Европа тоже должна принимать участие в поддержке Украины. Поэтому я говорю, что, возможно, на Германию не стоит так сильно давить с точки зрения предоставления нам какого-то устарелого вооружения. Лучше, чтобы они переключились на экономическую поддержку Украины и все-таки больше нам в финансовом секторе помогали. Вообще вот это разделение на вот эту группу, которая сейчас поддерживает Украину, США, Великобритания, Польша, страны Балтии, Румыния, Турция и Старая Европа, это геополитически можно объяснить. Дело в том, что всегда Германия надеялась на то, что у них будут крепкие экономические связи с Россией, за счет этого они смогут быть конкурентными с Соединенными Штатами, Великобританией и, с другой стороны, с Китаем. К сожалению, сама Россия не захотела этого, потому что у Германии и России действительно были очень тесные экономические, энергетические связи, и если бы они продолжали, действительно стремились к конструктиву, тот же режим Путина продолжал работать конструктивно, то я думаю, что у них не было вообще никаких проблем. Мы видели, насколько мощно и Германия, и Россия могут развиваться, у них ресурсов и экономического потенциала много. Но Путин решил пойти по другому пути зачем-то, он начал оккупацию и уничтожение украинской нации, прямо назвав это денацификацией. Поэтому Украина сейчас вынуждена работать с Соединенными Штатами и Великобританией, и мы будем создавать свой геополитический проект, потому что иначе нас уничтожат. Но, пан Михайло, вот у меня здесь возник вопрос, а почему вы Турецкую республику присоединяете вот тем странам, которые нас так активно поддерживают, вот в Соединенные Штаты Америки, Британия, страны Балтии, Польши, потому что Турция, даже в отличие от Франции и Германии, ведь к санкциям против России не присоединилась. Да, Турция действительно играет свою игру. Турция пытается становиться лидером в более широком регионе. Это и Ближний Восток, это и Центральная Азия. У нее вообще свои интересы, во всяком случае, на данный момент. Игра намного более сложная геополитическая. То есть геополитика Украины и Турции, конечно, отличается. Очень сильно. У нас одни интересы, у них другие. Но при этом в турецкие интересы также входит и существование сильной Украины, сильной Польши и мощной Великобритании. Поэтому если мы говорим о том, что будет после России, то есть вот если мы говорим о том, когда Украина побеждает Россию, то тогда Турция, конечно же, присоединится именно к этому блоку стран, потому что это будет ей выгодно для того, чтобы потом осваивать территорию новых стран, которые появятся на территории современной России. А я говорил о Центральной Азии,
Кавказ – это тоже интересы Турции. И, естественно, они будут в том числе использовать геополитические интересы Украины, Великобритании, Польши, Румынии для того, чтобы работать в Черноморском регионе, и на Кавказе, и в Центральной Азии, и на бывшей территории бывшей России. Ну, насколько история циклична, примерно так же Турция поступала после Второй мировой войны, помните? И не только после Второй. Да, это правда. Пане Михайло, и еще вот такой вопрос по поводу в целом мирового порядка. Вот мы с вами чуть-чуть ретроспективно вот ушли на Первую мировую войну, на Вторую мировую. Тогда же была после Первой мировой распалась Лига наций, если я не ошибаюсь, после Первой мировой. Потом уже пришла на замену к ней Организация Объединенных Наций, создали Совет Безопасности и так далее, который сегодня, как мы видим, оказался абсолютно недееспособным, неспособным в принципе обеспечивать мир и безопасность. Вот как изменится миропорядок после победы Украины? Вот тут вот, да, интересно, есть разные мнения. Давайте распустим ООН, давайте создадим что-то другое. На самом деле, пока условий таких, которые создались после Второй мировой, когда все были готовы к таким жестким изменениям, к строительству нового мира, конечно же, сейчас еще нет. То есть, очевидно, они будут созданы после победы Украины. И я думаю, что, возможно, даже ООН можно оставить, но только после того, как Украина победит, Россия будет или другая, или там будут другие страны. То есть Россия, конечно же, не может быть членом Совета Безопасности ООН. То есть после завершения этой войны, победы Украины, я думаю, что на повестке станет вопрос переформатирования ООН, модернизации понятия Совет Безопасности. Россия, конечно же, не может там существовать. И я думаю, что на базе ООН можно, как бы модернизируя ее, можно оставить эту организацию, потому что все-таки это мощнейшая организация, если убрать некоторые аспекты ее деятельности, деструктивные, которые, в принципе, заключаются как раз в современной России. После этого можно будет говорить о том, что реформированный ООН будет иметь функции, даже которые смогут помогать стабилизировать обстановку в каких-то регионах мира, потому что сейчас ситуация такая, что кто сильный, тот и прав на самом деле. И ни одной международной организации, которая могла бы помешать этому сильному субъекту как-то вести себя в рамках международного права, если этот субъект, например, нарушает международное право. Фактически нет. Он не может приказать России как-то или заставить Россию изменить свое поведение. Дякую вам дуже, пане Михайло. Чохсагулно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Михайло Самусь був з нами на прямому зв'язку, заступник директора з міжнародних питань Центра дослідження армії, конверсії та роззброєння. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы нам. Важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть их в прямом эфире, звоните и смотрите нас на нашем YouTube-канале. И не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого Крымско-Татарского. А тем временем президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента. Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности, войну Украины и России. Цитирую. В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах по минимизации негативных последствий войны и укреплению доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной. Конец цитаты пресс-службы турецкого президента. С нами сейчас на прямой связи Євгенія Габер, кандидат політичних наук, заступник директора дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, дипломат, которая проработала в том числе в посольстве Украины Турецкой Республики, и о такой сбалансированной политике Турции хотела я с вами поговорить. Пани Евгения, селям алейкум, витаю вас.
Алейкум салям, доброго дня. Ну что ж, Эрдоган сегодня поговорил с Путиным. Что вы думаете по этому поводу? На самом деле подробностей разговора еще очень мало для того, чтобы анализировать по сути. По факту то, что Турция пытается выступать посредником между Россией и Украиной в этой войне, это ни для кого не секрет. И такие активные усилия Турции на этом направлении, они, конечно, объясняются и интересами самой Турции, сохранить отношения с обеими сторонами конфликта, с Россией и с Украиной, желанием восстановить мир в регионе. Ну и сейчас к этому добавляется еще очень много новых факторов. Продовольственная безопасность, о которой мы все говорим, необходимость разблокировать порты Украины для экспорта зерна для Турции. Это тоже очень важный момент, и Турция готова была выступить с различными инициативами, в том числе и с конвоями для экспорта этого зерна из портов, ну, в том числе Одессы. И вот эти попытки дипломатических переговоров, такое то, что называется челночной дипломатией, то есть одновременно поддержание отношений и с Украиной, и с Россией, они характерны для президента Эрдогана. И, в принципе, это то, за что украинская сторона тоже Турции благодарна. Другое дело, насколько мы можем сейчас ожидать каких-то подвижек со стороны России и насколько мы можем доверять каким-либо словам и каким-либо обещаниям российской стороны, это уже огромный вопрос. Ну вот среди последних новостей после переговоров Путина и Эрдогана стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину провести совместный, если не ошибаюсь, телефонный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня уже у Сергея Никифорова журналисты об этом спросили, на что он сказал, что Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России, если президент России будет готов в них участвовать. Вообще, на ваш взгляд, пани Евгения, есть ли смысл в таких переговорах? Мне сложно представить, о чем будут они говорить. У меня первый вопрос: не в каком формате этот разговор будет происходить, а о чем можно договариваться и что можно сказать сейчас президенту Путину, чего ожидать от президента Путина в свою очередь. Очевидно, что сейчас есть давление со стороны международного сообщества, в том числе на Украину, достаточно сильное давление для того, чтобы наконец усадить обе стороны. К сожалению, это звучит часто именно как обе стороны, и сторону агрессора, и сторону жертвы агрессии, за стол переговоров. Ну и вроде бы как постараться прекратить кровопролитие для того, чтобы дальше уже договариваться о каких-то условиях мира. На мой взгляд, эту войну надо выигрывать на поле боя, и то, с какой позиции мы будем заходить в эти переговоры, зависит в первую очередь от победы наших вооруженных сил. Вместе с тем, мне кажется, конструктивная позиция Зеленского, когда он говорит о том, что в принципе я не отрицаю такой возможности, потому что в случае, если бы изначально этот отказ происходил от президента Зеленского, российская пропаганда с радостью бы подхватила этот тезис со словами, что ну вот смотрите, президент Путин, он готов говорить с цивилизованным миром, с западным миром, а вот Зеленский, он хочет кровопролития, и это Украина такая плохая, которая не хочет выходить из этого конфликта. Поэтому предварительно то, что такая возможность не отрицает, украинская сторона не отрицает эту возможность, это ни хорошо, ни плохо. Уже много-много раз мы видели, как Россия вроде была готова к этим переговорам и в последнюю минуту от таких переговоров отказывалась. Поэтому я думаю, если даже вдруг такие переговоры состоятся, хотя у меня огромные сомнения на этот счет, они будут прежде всего касаться гуманитарных вопросов, обмена пленными наших бойцов из Азова, которые сейчас находятся под контролем российской стороны, с которыми, насколько я понимаю, частично утрачена связь. То есть каких-то очень-очень таких легких вопросов говорить о переговорах по сути, по условиям мира сейчас я не представляю это возможным. А в чем, на ваш взгляд, вот тут интерес Реджепа Тайипа Эрдогана вот в его этих попытках? Тут есть несколько моментов. Первое, это, естественно, то, что для Турции любая дестабилизация в Черноморском регионе – это угроза и собственной национальной безопасности,
потому что и так непростое соседство у Турции, и так сейчас идет операция антитеррористическая трансграничная Турции в Ираке, такая же операция планируется сейчас в Сирии, то есть сосредоточено внимание Турции еще и на других направлениях. Поэтому восстановить стабильность в Черноморском регионе – это в принципе в интересах Турции. Здесь же завязаны экономические интересы, потому что торговля с Украиной и Россией составляет огромный процент внешней торговли Турции. Туристы из Украины и России накануне нового сезона летнего в Турции – это первые, по сути, там топ-3 страны, которые поставляют туристов в Турции. Все, что касается интересов самой Турции, завязано на поддержание нормальных отношений с двумя странами в регионе – это Россия и Украина. Пока эти страны находятся в состоянии открытого конфликта, естественно, это для Турции невозможно. И как долго еще Турция сможет балансировать между Москвой и Киевом – это огромный вопрос, потому что многие эксперты говорят о том, что когда-то уже придется выбирать, собственно говоря, стороны. И то, что политически Турция поддерживает Украину, территориальную целостность, включительно с Крымом, это, конечно, все хорошо, но то, что Турция не присоединяется к санкциям против России, то, что Турция открывает объятия фактически для российских олигархов и российских туристов, то, что сейчас ворованное российской стороной украинское зерно разгружается в турецких портах, это те проблемы, которые накапливаются, которые не наилучшим образом отражаются на взаимоотношениях двух сторон. А как вы плюс, думаете, конечно, где этот существует Рубикон? фактор внутренней политики накануне выборов. Эрдогану важно показать, что Турция – это региональный лидер, это та страна, которая никто не смог, а Турция смогла это сделать. А как вы думаете, где этот Рубикон, где эта вот точка невозврата, переломный момент, когда Турции придется все же сделать выбор между там экономическими какими-то вопросами и гуманитарными ценностями? Потому что ж между Турцией и ведь Россией, мы сами неоднократно об этом в наших эфирах говорили, очень много было разных таких вот событий, когда Россия там убила турецких офицеров, когда на Ближнем Востоке, когда на территории Турецкой Республики был застрелен Карлов, да, если я не ошибаюсь, российский посол. Ну, то есть, сколько еще это может так продолжаться? На самом деле, я думаю, что этих Рубиконов может быть очень много, потому что Турция будет до последнего стараться то, что называется, разложить по разным трекам и направлениям то, что происходит. Как бы вот проблемы, они у нас есть, и мы их пытаемся решать локально, но при этом глобально мы стараемся поддерживать отношения с Россией, потому что для нас это выгодно. К сожалению, при всем при том, что Турция поддерживает и крымских татар, и опять-таки Украину на международных платформах различных, да, дипломатических инициативах, ну там те же самые Байрактары поставляют, есть, конечно, очень такие важные символические и жесты по сути, но с другой стороны, если говорить глобально, то какой-то вот такой ценностной составляющей мне в этой политике турецкой не хватает, потому что все-таки на определенном этапе после всех военных преступлений, которые мы сейчас видим в Украине, после изнасилований, после всех зверств, которые сейчас происходят, к сожалению, на оккупированных территориях, после, как вы уже говорили, всех сбитых российских самолетов и убитых турецких солдат, не говоря там уже о какой-то исторической, да, соперничестве историческом в регионе, продолжать проводить политику, как будто ничего не бывало, потому что есть зависимость в энергетических ресурсах и экономические интересы. Для меня это не совсем та политика, которую должен проводить региональный лидер. Поскольку Турция себя таким региональным лидером пытается позиционировать, мне кажется, что в некоторых вопросах можно было бы быть более принципиальными, и все-таки эта позиция турецкая, она должна эволюционировать, потому что то, что еще было окей год назад, сейчас это уже то, что для украинской стороны будет неприемлемо. Ну и плюс, я думаю, что это вот элемент, скажем так, российской пропаганды и влияние на вот, турецкое сознание некоторых, значит, журналистов, там некоторых даже профессоров, академиков. Я вижу ваши усилия по борьбе с пророссийской пропагандой на территории Турецкой Республики. Как часто вам, общаясь с представителями турецкого истеблишмента, приходится доказывать правоту Украины? Насколько эта пропаганда, на ваш взгляд, серьезно работает на территории Турции?
Пропаганда российская – это отдельная проблема, огромная проблема, к сожалению, в Турции. Причем она распространена не только среди определенных кругов населения. Эта пропаганда достаточно сильная среди экспертов и среди политиков. Буквально недавно я была на конференции, где выступали представители уже турецкой правящей партии, ну, такие достаточно руководящие посты, не будем называть имен, которые говорили, что все же Украина должна пойти на определенные уступки, в том числе, возможно, территориальные, хотя бы временно, не так, чтобы отказываться от своих территорий, но сейчас самое главное – остановить кровопролитие, потому что никому это не выгодно, и надо вот быть гибкими и одной стороне, и другой стороне. Все-таки давайте уже садиться договариваться, потому что вот это вот то, что продолжается затягивающийся конфликт, это никому не интересно на самом деле, и это самая мягкая версия. А дальше, если копать глубже, то на самом деле есть очень такие антиамериканские, антизападные настроения в турецком обществе, которые автоматически становятся, ну, не как бы не антиукраинские, но они автоматически пророссийские. Поэтому практически каждый день, выступая на каких-то мероприятиях или общаясь с экспертами турецкими и даже дипломатами, мне приходится доказывать, что, например, помощь военная Соединенных Штатов – это не только потому, что, как считают в Турции, Украина – это пешка в руках великих сил, а на самом деле у Америки есть свои интересы ослабить Россию руками Украины, и мы, наивные украинцы, верим Европейскому Союзу и США, на самом деле нас используют для того, чтобы ослабить Россию, и США потом какие-то такие глобальные планы экспансионизма в регионе свои проводила с большей эффективностью. То есть вот этого очень много. И, конечно, украинский голос, он слышен, он присутствует в Турции, но он недостаточно громкий, я бы сказала. Те деньги, те ресурсы финансовые, то количество связей, начиная от спецслужб и заканчивая Россотрудничеством, дипломатами, культурными обществами, диаспорой и купленными журналистами, которые россияне сейчас используют в Турции, оно, конечно, в разы превышает украинские усилия. Нам помогает традиционное такое положительное отношение турок к украинцам. Нас уважают за храбрость, нас уважают за то, что мы готовы защищать свою землю. Но вместе с тем очевидно, что вот эта общая канва антиамериканизма, она очень сильно нам не способствует продвигать правильные нарративы. Ну, будем бороться. Обязательно. Будем побеждать. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Evgeniya Hanım. Євгенія Габір, кандидат політичних наук, заступник директора дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, була з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь. Мы переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты подготовили самые последние и актуальные новости для вас. Сейчас расскажут на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на родном крымско-татарском. Традиционно к нам присоединится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также член Меджлиса Гаяна Юксель. Не переключайтесь, оставайтесь с АТР Коршкенч.